Здравствуйте, в эфире телеканала «Якутия-24». Актуальное интервью. Меня зовут Мадина Халикова. Дальневосточная энергетическая компания расширила свое присутствие на Дальнем Востоке за счет якутских потребителей. Вот уже полгода сбыт электроэнергии в зоне деятельности ПАО «Якутскэнерго» реализует по агентскому договору публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания». Что изменилось для потребителей электроэнергии и какие предварительные итоги может подвести предприятие за прошедшие 6 месяцев с момента подписания договора? Об этом поговорим с гостем студии Александром Юровым, генеральным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Александр Николаевич, здравствуйте. Мадина, здравствуйте. С 1 июля 2021 года энергосбыт «Якутскэнерго» перешел в состав Дальневосточной энергетической компании. С чем это связано? Что изменилось для якутян? Расскажите. Данное решение принято в рамках реализации стратегии группы компаний «Русгидро» по унификации выполняемых функций группами холдинга «Русгидро». В связи с этим сбытовые функции по группе холдинга передаются в специализированную организацию, которая ведет сбытовую деятельность. Это компания ДЭК, Дальневосточная энергетическая компания. До момента принятия такого решения наша компания работала по 4 субъектам Российской Федерации как гарантирующий поставщик. Это Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономия, Амурская область и Приморский край. В рамках централизации мы уже приняли функции сбытовой деятельности по Камчатскому краю, Сахалинской области. И вот также в рамках реализации этой стратегии сегодня с 1 июля прошлого года вошли в сбытовую деятельность на территории всей Якутии. Расскажите, а какие функции «Якутскэнергосбыт» выполняет сегодня? Но основные функции — это те, которые выполняют основные сбытовые компании. Это съем показаний, печать квитанции, доставка квитанции до населения, осуществление сборов, ведение претензионной работы по взысканию дебиторских задолженностей с потребителей. Помимо этого мы расширяем дополнительные функции, которые позволяют квалификации нашего персонала и современные расчетные комплексы. Это ведение расчетов для управляющих компаний, для фондов капитального ремонта, для рекуператоров по сбору твердых бытовых отходов. Но основная деятельность — это, конечно, ведение бытовой деятельности в области реализации электрической энергии, тепловой энергии и сбора платежей по данным коммунальным ресурсам. Вот. С учетом данной деятельности и присоединения компании территории Якутии, наша компания сейчас стала самой крупной сбытовой компанией в России по территории. Это порядка 3000 квадратных километров территории обслуживания по данной виду деятельности. И с общим количеством лицевых счетов около 3 миллионов лицевых счетов. Вот уже 6 месяцев энергосбыт работает в вашем составе. Можно ли сейчас говорить о каких-то кратких итогах, проблемных вопросах? Предстоят ли какие-то мероприятия по реорганизации? Конечно, вот именно для этих целей, чтобы улучшить показатели сбытовой деятельности, повысить уровень обслуживания наших потребителей, стандартов обслуживания, наша компания зашла на территорию Якутии, так как мы являемся специализированной сбытовой компанией. Уже за такой короткий промежуток времени нам есть чем подвести итоги и есть о чем рассказать. За эти полгода мы провели большую работу по переходу на новый современный расчетный комплекс, который позволит нам увеличить уровень оплаты, собираемость платежей, а тем самым повысить надежность функционирования энергокомплекса по республике. На сегодняшний момент со стартом уровня сборов 97% мы уже обеспечили в 2021 году 98% уровня собираемости платежей. И дальше, только с учетом тех задач, которые перед нами ставит наш принципал, это Якутскэнерго, мы планируем довести такие сборы до 99 и более процентов. Нами проводится большая работа с правительством республики в рамках поручения главы республики по созданию единого платежного документа, в котором будут указаны все виды коммунальных ресурсов по оплате. Это будет очень удобно для жителей республики, когда на одной квитанции они будут видеть все виды услуги, связанные с теплом, с электроэнергией, с жилищными услугами, с потреблением воды и обращением с твердокоммунальными бытовыми отходами. Данная работа нами проводится. Мы планируем в текущем году реализовать пилотный проект на территории Якутии с учетом поручения главы республики и председателя правления группы «Русгидро» Марина Виктора Викторовича.
Вот На сегодняшний день, благодаря нашим работам, внедрены стандарты обслуживания, то, чего до данного момента на ведении бытовой деятельности здесь не было. Стандарты обслуживания как клиентов, наших потребителей, так и стандарты обслуживания оборудования наших клиентских офисов, которые позволят оперативно и с более высоким качеством производить ведение нами бытовой деятельности. Данные стандарты уже реализовываются на территории Якутии. Проведена большая работа по цифровизации видов бытовой деятельности. Так вот, мы в этом году поставили перед собой цель перевода на потребителей на электронный сервис. Это личный кабинет, обращение, решение вопросов через электронную почту, отказ от бумажной квитанции, что, в общем-то, как является реализацией экологичных проектов. То есть мы уходим от бумаги, от печати, уменьшаем наши издержки и повышаем оперативность доставки наших квитанций и удобства для населения в части обслуживания по бытовой деятельности. Так, на сегодняшний момент мы за полгода достигли уровня показателя уже 33% по регистрации в личном кабинете и отказа от электронных квитанций. Также в рамках этого сервиса проведена подготовительная работа, и со второго полугодия 2022 года будет стартовать проект по оплате коммунальных ресурсов через наши сервисы с функцией кэшбэк для населения. Это эксклюзивный проект, который не реализуется ранее на других территориях. Это наша разработка, которая позволит повысить качество обслуживания, в том числе и увеличить собираемость платежей. Вот такие у нас на сегодняшний момент краткие результаты, которые, в свою очередь, позволили нам реализовать те задачи, которые изначально мы договорились с нашим принципалом Якутскэнерго, главой республики, и задача нашего руководства группы Росгидро. Ну, за полгода это очень значимые результаты, но вот в конце прошлого года в СМИ прошла информация о закрытии ряда касс в городе Якутске и его пригородах. С чем это связано, Александр Николаевич? Ну, в первую очередь, это связано, как я уже сказал ранее, с цифровизацией, реализацией стратегии как правительства Российской Федерации, так и стратегии группы Росгидро о максимальной цифровизации наших сервисов, переведение потребителей на удаленный сервис обслуживания, что позволит нам обеспечивать уменьшение издержек на ведение бытовой деятельности, сдерживание роста тарифа и на ведение бытовой деятельности. А также это наиболее актуально в рамках текущей ситуации, связанной с пандемией на территории Российской Федерации. Потому что мы подвели результаты предварительные по частичному закрытию касс. Это, в свою очередь, вызвало значительное увеличение оплат через интерактивные сервисы, увеличение собираемости и сервиса по обслуживанию. Потому что, закрывая кассу, мы понимаем, то есть исключаем значительный приток потребителей в наши офисы только лишь для оплаты. Тем самым проводим, как я сказал, уже вот эти мероприятия и по цифровизации, но и также профилактика пандемии с учетом обеспечения вот этих необходимых социальных мер по предотвращению роста заболеваемости как среди населения, так и среди нашего персонала. Хотя по персоналу у нас порядка 85% привитого персонала, то есть те, кто работает непосредственно с клиентами в клиентских залах, это 100% вакцинация. Также я, когда готовилась к интервью, заметила, что очень много и в 2GIS, и в социальных сетях вопросов и негатива, связанного с очередями в главном центре обслуживания потребителей. Что делается для их решения? Да, в рамках продолжения еще предыдущего вопроса хотел бы добавить, что помимо того, что мы частично закрываем кассу для повышения цифровых сервисов, в том числе и с учетом уровня заболеваемости республики, мы даем альтернативу к оплатам. Эти оплаты можно провести у нас через сервисы «Личный кабинет». У нас на сайте это все делается без комиссии оплаты. Через сервисы Сбербанков и других контрагентов, которые принимают платежи. То есть у нас оплата не только в кассах. Мы даем еще порядка 6 видов оплат, которые могут провести население. Что касается очередей, для того, чтобы этих очередей не было, мы активно ведем кампанию в плане дистанционного записи в наши офисы, которые можно записаться не в пиковые нагрузки, а в минимальную загрузку наших офисов. Максимально предоставляем другие возможности, как я уже говорил, о личных кабинетах и интерактивных сервисах, в которых можно работать дистанционно, а не ожидать своей очереди в наши клиентские офисы. Плюс, понимая специфику и
в некоторых районах ограничения интернета и доступности видов связи. Мы также планируем открытие нового офиса по Республике Якутия, что позволит обеспечить прием населения как раз для ведения очного приема без посредством удаленного сервиса. Ну вот скажите, а изменилась ли работа энергосбытовых служб в улусах республики? Это у нас задача стоит на 2022 год. Данную работу этих энергосбытовых служб мы планируем увеличить и улучшить с учетом доведения данных клиентских офисов до стандартов обслуживания, переоборудования офисов в части оснащения их современного оборудования для приема платежей, для ведения приема потребителей, а также у нас есть такие сервисы, как видеоконсультант, который позволяет в удаленных улусах с плохим качеством связи, там отсутствием интернета, непосредственно получать от данного сервиса непосредственно живое общение с нашим видеооператором, который позволяет осуществлять консультации по вопросам коммунальных платежей в режиме онлайн, также производить оплату и получать распечатки, получать квитанцию в случае таковой необходимости. Вот такая работа у нас стоит по плану в 2022 году. Ну и с прошлого года ПАО ДЭК запустила проект по переходу на электронную квитанцию. Как ведется эта работа и планируете ли вы переводить ту часть населения, у которых нет интернета или, к примеру, пенсионеров, и для них это достаточно сложно? Ну, есть проблематика данная по переводу именно пенсионеров, но есть у них, к сожалению, вернее, наоборот, к великой радости, не всем пенсионерам у нас одиноки, поэтому мы данную работу планируем проводить. Это, конечно, она не так идет оперативно, как хотелось бы именно в работе с пенсионерами. Но у них есть родственники, дети, внуки, которые, в принципе, сейчас и все пенсионеры не имеют и сотовый телефон, на которых заведены эти сервисы по передаче. Там, где нету интернета, как я говорил, есть сервис видеоконсультант, который будем ставить в удаленных там улусах, которые непосредственно в живом общении с пенсионерами, то есть могут производить необходимые консультации по платежам. Плюс также я говорил, что именно для этой категории населения, которые привыкли к очному общению, мы планируем открытие новых офисов. Вот ранее мы заходили на территорию Якутии по югу Якутии, это Нерюнгельский район, там мы открыли современный офис, который сегодня ведет 20 видов услуг. Спасибо, Александр Николаевич. К этому моменту наш эфир подходит к концу. Я хочу напомнить, что о развитии энергетики в республике мы говорили с Александром Юровым, генеральным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь.